Добрый вечер. 14 июля, четверг, 868-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Лидеры крымских татар встретились с европейским депутатом. Встреча состоялась в Киеве. Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Хельга Шмидт заверила, что в настоящее время в ЕС активно обсуждается вопрос защиты крымских татар. Особенно острой эта проблема стала после запрета оккупантами деятельности Меджлиса на территории Крыма. Украинский вопрос, тема военной активности и агрессии России, усиление позиций НАТО в Восточной Европе. Это главные темы заседания Совета Россия-НАТО, который состоялся 13 июля в Брюсселе. Это вторая встреча органа после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, которые привели к наибольшему обострению отношений между Москвой и НАТО после окончания Холодной войны. Генсек НАТО признал, что прорыва встреча не принесла, но подчеркнул важность диалога. Также он отметил, что Альянс непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Между Альянсом и Россией существуют глубокие и стойкие разногласия по поводу кризиса. Однако на этот раз у нас была возможность разъяснить свои позиции и обменяться взглядами по поводу происходящего на Украине. Российский адвокат Марк Фейгин просит украинские власти о допуске в Крым для активистов, адвокатов и журналистов не с материковой Украины, а из Москвы. Для этого вопрос надо согласовать прежде всего в СБУ. Кроме этого, Фейгин инициирует принятие резолюций и обращений в американском Конгрессе и ряде европейских структур по поводу преследований крымских татар. Что сейчас ситуация такова, что к теме крымских татар, я думаю, что именно конкретно к репрессиям совершенно недостаточно внимания уделяется. А такого рода резолюции, такого рода инициативы, они сразу привлекают внимание как правительства, так и неправительственных организаций. Наша задача прежняя, посредством такого рода общественного и международного давления, прекратить репрессии в отношении крымских татар. Сейчас легально разрешенный украинскими органами проезд – это через Херсон, через перешеек. Это совершенно невозможно логистически осуществить для того, чтобы участвовать в судебных заседаниях и иных процессуальных действиях. Для меня, как российского адвоката, мне пообещали, так сказать, посодействовать, быстрее решить этот вопрос. Но дело в том, что обратился Рифат Чубаров с этой просьбой письменно. В Днепровском районном суде Киева состоялось заседание по делу экс-депутата Крыма Василия Ганыша. Пересмотрели оригинал видеоматериала телеканала АТР по принятию Российской Конституции Крыма 11 апреля 2014 года. Защита в очередной раз усомнилась в правдивости материала. Детальнее расскажет Эльвина Сидбулаева. Опечатанный прокурором Данилиным, печатка прокуратуры Автономной Республики Крым. В этом пакете жесткий диск с оригиналом видео телеканала АТР. Его доставили по решению суда. В сюжете о принятии Российской Конституции есть обвиняемый в государственной измене экс-депутат Крымского парламента Василий Ганыш. За новую Конституцию проголосовали без обсуждения и единогласно. Создан документ 11 квітня 2014 року. 21 година 41 хвилина 30 секунд. Сюжет длится почти 3,5 минуты. После его просмотра у адвоката подозреваемого Андрея Руденко снова возникли сомнения в правдивости записи. Це відео не могли створити о 21 годині, там скільки, 41 хвилину. Тобто час створення відео явно не співпадає з подіями, які інкриміновані. І не зазначено час, коли відбувались події, коли відбувалось голосування. Там лише стоїть дата. На видео события, происходившие днем, а в эфир сюжет вышел вечером в выпуске новостей «Заман». Чтобы развеять сомнения, прокуратура Крыма приглашает на следующее заседание автора сюжета Шевкета Наматулаева. Просимо також викликати особу Шевкета Наматулаєва, яка розповсюдила відеозаписи, допитати з приводу обставин створення відео, публікування. Псевдонімом Алі Байдарнак розповсюдив зазначені відеозаписи. Колеги, я сподіваюся, що питання прокурора задовольнити, викликати судове засідання особи псевдонімом Алі Байдарнак.
Защита заявляет, что журналисты в своих материалах из зала суда создают негативный имидж Ганышу. Телеканалы АТР и Черноморка помогают прокуратуре. Вы очень цепляетесь за так называемую объективную сторону, но телеканалы сегодня, АТР и Черноморская телерадиокомпания, делают больше, чем прокуратура для того, чтобы доказать вину Ганыша, что он там или в том-то месте присутствовал. Прокуратура не подтверждает факт существования незаконного органа, хотя это общеизвестный факт. Но мы должны были знать дату создания незаконного органа, решение, которым создано. Сами не обращайтесь к документам? А мы не должны обращаться. То есть это не интересно? Мы хотим воспользоваться этими недоработками для того, чтобы было нормальное решение для нас. Вот и все. Следующее заседание состоится 3 августа. Кроме журналиста АТР допросит еще и экс-депутата Верховной Рады Крыма Сергея Зайца. Эльвина Седулаева, Эльдар Ицматов, Заман, АТР. Желающих поехать в Крым стало меньше. Об этом сообщает пограничная служба Украины. Там проанализировали пропускные операции и выяснили, что за полгода на полуостров и обратно проследовало на 8% меньше людей, чем за тот же период прошлого года. А в июле пассажиропоток и вовсе сократился почти на 40% по сравнению с июлем 2015 года. Очереди, которые иногда возникают на КПП, создаются искусственно российской стороной, заявили пограничники. Загальний пасажиротранспортний потік зменшений в порівнянні з попереднім періодом. Проте інколи такі накопичення ми фіксуємо. Це пов'язано з тим, що окупаційні контрольні служби з того боку створюють такі передумови, оформляючи транспортні засоби дуже повільно, через це йде накопичення. І, відповідно, людям приходиться довше перетинати адміністративну лінію. Скоріше за все, таким чином вони хочуть зробити уяву, що в Крим йде великий потік відпочивальників і туристів. В оккупированном Крыму 37 человек обвиняют в самозахвате и выселяют из домов. Среди них 10 детей. Все они живут в бывших корпусах санатория МВД «Алупка». Местные говорят, что при Украине здесь селили рабочих санатория и военных из местных частей. При этом документов никаких на руки не выдавали. Теперь российские власти могут лишить людей крыши над головой. Селили нам ключи по письму рекомендательному командира части. Вот этот. А что они там не, как сказать, не документы не составили о нашем проживании. И сейчас говорят, что это самозахват. Ну вот после въезда сюда провели здесь капитальный ремонт, поменяли полностью отопление, завели сюда, поменяли электроснабжение, водопровод, канализацию. Все сделали за свои средства, своими силами. То есть я получил выходное пособие по ранению, по увольнению, какие-то запасы были. Все деньги, которые в семье были, все было потрачено в капитальный ремонт этого жилья. И вот самое главное, что вот квартплата, которую мы санаторию... Вот, то, что они говорят, что... Медицинский реабилитационный центр «Алупка» МВД Украины. Вот, это мы все оплачиваем. То, что говорят самозахваты, да, почему-то оплату брали. Оплату брали же. Получилось действительно, что нас сейчас суд, и нас просто вот выгонят на улицу. Идти некуда абсолютно. Нам уже сюда и милицию посылали, как бы запугивали нас. Как бы они нам ничего плохого не делали. Ну, по указанию начальства, как они нам сказали, на каком основании вы тут живете, ну, как бы все. Приходили там юристы и все остальное, там сотрудники санатория, и как бы говорили, что вас все равно отсюда выселят, лучше сразу выезжайте. Расселение данных граждан будет производиться по мере обеспечения их жилыми помещениями в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Ну, скажем так, просыпается Министерство внутренних дел, руководство данного санатория, и говорит, верните обратно. Наверное, надо находить компромисс, посмотреть и выйти из судов, выйти на Совмин и решить это, наверное, на местном уровне без каких-то судебных вопросов. Я так полагаю, что будет применяться правило, при котором, если вы не оговаривали, то все неотъемлемые улучшения вам не возвращаются. Раз вы не договорились с собственником о том, что, ну, об обратном. Получается, все, что они ремонтировали, в принципе, взыскать или возместить, ну, невозможно.
Стоимость парковки в Симферопольском аэропорту выше, чем в Москве. Час стоит 200 рублей, когда в аэропорту Домодедово за эту услугу взимают только 150. Цена в столице Крыма выросла вдвое после реконструкции привокзальной площади аэропорта. Поэтому большинство автомобилистов паркуются на обочинах, где зеленые лужайки уже превратились в свалку. Я просто 4 часа должен ждать, и как бы отдать 800 рублей за парковку нереально. Цена, конечно, большая. В прошлом году 100 рублей было, там 200. Ну, дороговато, я думаю. Можно подешевле сделать, конечно. Ну, за час парковки это дорого. Вот если бы было как в прошлом году стоимость парковки 100 рублей в час, это не вопрос, машин намного меньше было. Выбора нет, приходится стоять здесь. И отсюда мусор появляется. Никаких даже мусорок для этого не приспособлено. Парковка пустая, на ней никто не стоит. Все стоят здесь. «Крымская светлица» – единственная украиноязычная газета, издававшаяся в Крыму 24 года и прекратившая свою деятельность в марте этого года, возобновила свою работу в Киеве. Уже напечатано 3 тиража издания. На этой неделе газета появится на полках киевских киосков. После 24 лет работы единственная украиноязычная газета Крыма «Крымская светлица» в этом году прекратила свою деятельность на оккупированной территории. По решению национального газетно-журнального издательства редакцию из Симферополя перевезли в Киев. Некоторые сотрудники перебрались на материк. Мій батько був другим головним редактором її, тому вона виростала майже на моїх, чи я виростала на її очах, чи вона на моїх, це вже таке. Тобто половина мого життя пов'язана з цією газетою. Крымчанка Ирина Миткалик 8 лет была литературным редактором в «Крымской светлице». Здесь, в Киеве, теперь отвечает за выпуск газеты. Це і новий дизайн, і взагалі нова подача, я би сказала так. Суть матеріалів теж трошки змінилася для вступників, тобто як можна кримчанам, які проживають в Криму, вступити у вищі навчальні заклади України, що для цього треба зробити, як зробити і тому подібне. І плюс юридичні поради для тих, хто проживає в Криму, тобто як там, скажімо, одержати новий паспорт, і для вимушених переселенців деякі поради. В киевской редакции работают исключительно крымчане, но руководителя пока нет. Конкурс на должность главного редактора выиграл симферополец, филолог Виктор Межвинский. Сейчас он воюет на востоке Украины. Новый еженедельник планируют продавать в киосках Киева и Херсонской области, а также в поездах, которые едут на юг. То, что не продадут, будут раздавать на административно-пропускных пунктах. На кошти, які надаються бюджетом, на підтримку культурологічних видань. Тому що сьогодні загальнополітичні газети не можуть фінансуватися бюджетом України. Тобто ми стараємося йти до нашого споживача через культуру, через відновлення мовного середовища і так далі. Тобто менш політизованого, такого заполитизованного. Газета будет выпускаться каждую пятницу. Издатели надеются, что уже на этой неделе возрожденная «Крымская светлица» будет продаваться в украинских киосках. Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Рекомендации парламентских слушаний по стратегии реинтеграции в Украине временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя утвердил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления. Там рекомендации к целому ряду органов, начиная Верховная Рада отменить уже полностью официально закон о свободной экономической зоне Крым, принять закон, наконец-то, о том, какую мы экономическую деятельность осуществляем с Крымом, там, минимально необходимую, а какую нет, написать это нормально законом. КНБУ отменить вот это постановление о нерезидентах. Мы рекомендуем президенту организовать работу по изменениям в Конституцию, в части рассмотреть вопрос лишения Севастополя отдельного статуса, Крым, придача ему статуса крымско-татарской национальной автономии, то есть крымско-татарская национальная автономная республика, и рассмотреть там степень глубины автономии, да, и самоопределения крымско-татарского народа как коренного народа, рассмотреть вопрос признания крымских татар, караимов, крымчаков коренными народами Украины. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.